Мы тоже хотели бы, чтобы наши посетители познакомились с научными работами, которые проводятся на территории заповедника. Предельная доступность – один из главных принципов работы, объясняет гость из США Стивен Колл. Визит-центр – это лицо заповедника, и попадая в него, посетители должны получить полное представление о территории. Там они могут все потрогать своими руками и увидеть, а заодно услышать природу словно изнутри. Каждый визит-центр напичкан копиями животных, птиц и рыб, которые есть в данном заповеднике, а также богатой фонотекой звуков, которые они издают. Причем посещение особо охраняемых природных территорий абсолютно бесплатное. И вот это мало укладывается в голове участников семинара. У нас визит-центры хоть и не посажены на хозрасчет, но немного зарабатывать должны. Турист, посещая вашу территорию, он все равно оставляет деньги купить значок, какую-то сувенирную продукцию. Куда деваются эти деньги, что вы делаете? Talk to my boss. С моим начальником вести такой разговор. So the money that comes back from the gift shop, from those stores. Например, у нас сувенирная лавка в каждом заповеднике, конечно, в каждом визит-центре. Ака, Байкал, Калмыкия, Брянская область, Приморский и Красноярский края – участники семинара с разных концов страны, а заботы у всех одни и те же – как сделать визит-центр интереснее и привлекательнее для посетителей. Обмен опытом не зря происходит на базе заповедника Хакасский. У него 4 визит-центра, и оснащение каждого на очень достойном уровне. Самый зрелищный с точки зрения исторического наследия участок Углахты, на котором впервые в республике сделана попытка реконструировать жилье древних жителей Хакасии. И эта экспозиция под открытым небом станет уникальным путешествием во времени, идеально вписывающимся в ландшафт горного хребта. Думаем, либо в этом году, либо в следующем году, к году особо охраняемых природных территорий, году экологии, открыть. Это экспозиция под открытым небом. По сути, это музей. Большая реконструкция на участке Углахты проведена совместно с коллегами из научно-исследовательских институтов, Минкультуры. Через интерес и новые знания пробуждать бережное отношение к природе. Экологическое просвещение – одна из главных задач специалистов заповедников, национальных парков и других особо охраняемых природных территорий. И, возможно, в предстоящие дни, что будет идти семинар, его участникам удастся найти ответы на вопросы, что делать и как лучше это делать. Марина Канадакова, Антон Новожилов, Вести Хакасия.